Сегодня в передаче «Твои люди Якутия» мы расскажем о женщине, которая всю свою сознательную жизнь посвятила сфере образования, Анастасии Гусаровой. Она прошла большой путь от учителя математики и информатики до директора школы. В нашем интервью Анастасия Михайловна рассказала о своей детской мечте стать учителем, о достижении поставленной цели, с какими задачами ей приходилось сталкиваться на каждом этапе профессионального роста, что для нее стало настоящей школой жизни и какие сегодня задачи директор ставит перед собой. Анастасия родилась в Ленске, но родители девушки родом из других уголков нашей необъятной земли. Мама из Кемерово, папа с Крыма. Их родители, бабушки и дедушки Анастасии, переехали в Ленск на заработки. Отец остался. Встретила здесь маму, у которой родители тоже приехали на заработки. И так родилась, можно сказать, наша семья. Мама Анастасии трудилась секретарем в компании «Алмаз», а папа сначала работал водителем, после открыл свое частное предприятие, занимался грузоперевозками на север. Дочки учились. После школы героиня нашей передачи поступила в институт, выбрала профессию педагога. Папа мой был очень против. Он так не хотел, потому что в то время развито было бухгалтера, экономисты, банковское дело, и он прям вот хотел, чтобы я пошла в это направление, так как математика мой любимый предмет был. Я дома учила кукол, у меня была доска, мел, мне все это покупали, но все равно, закончив 11 класс, мы поехали непосредственно поступать в Новосибирский педагогический университет. Я поступила, и там было не просто математика направления, математика, информатика, либо математика, физика предлагали. Но информатика только начиналась, и, конечно, мне это было интересно. По образованию я педагог, по профилю математика и информатика полностью. Но я не закончила очно, все курсы по состоянию здоровья тоже перевелась на заочное. Приехала в родной город, и Наталья Владимировна в то время была директором. Она сказала: так, все, ничего не знаю, пойдешь работать. И, находясь еще студенткой заочного отделения, я уже пришла работать в школу. Так, с 2003 года Анастасия стала педагогом родной первой школы. Одновременно 20-летняя девушка училась заочно и вела кружок информатики. Учила учеников среднего звена печатать, готовить презентации и проекты. А уже через год стала педагогом математики и информатики у старшеклассников. Вот именно когда ты практически на их возрасте, там разница 5-6 лет, наоборот, было удобно. Не было у меня такого, чтобы они меня не слушали, чтобы как-то вот понебратство, да, как бывает у нас. Наоборот, мне было комфортно. Вот с маленькими мне было все равно тяжелее, там, 5 классы. Хоть они и попослушнее, но они все равно как бы по поведению, поведенческое, возрастное поведенческое, оно существует. А старшие, они слушали, внимательно работали. Наоборот, было комфортно. У меня было 42 часа нагрузки в неделю. Ну, что-то очень много. Но тогда школа работала в 2 смены, и поэтому это так не чувствовалось. То есть был обед, были где-то вечером уроки, да, с 8 до 6 рабочий день. Ну, тогда у меня не было детей. Было все равно, есть время, работать было конкретно здесь, в школе, проводить часы. Классное руководство у меня был 5 класс. Он был тогда класс коррекционный, маленький, их всего было 12. 2 девочки, 10 мальчиков. Они были сложные. Из семей таких достаточно трудных. Но ничего, потихоньку справились. 19 лет Анастасия Михайловна вела уроки, была классным руководителем, организатором школьных мероприятий, ездила с учениками на различные конференции, постоянно развивалась, двигалась вперед, шла в ногу со временем и, конечно, всегда умела понимать своих учеников, помогала им узнавать что-то новое. Современному учителю не обойтись без этих качеств. Конечно же, руководство школы видело настрой педагога, и в 2022 году учителю математики и информатики директор школы предложила стать ее заместителем по воспитательной работе. Я согласилась с радостью, потому что действительно вот эта вот творческая составляющая, воспитательная работа с детьми, танцевать, мероприятия проводить мне всегда нравилось. Даже в качестве классного руководителя, когда мы готовились к каким-то мероприятиям, прям я любила это. И так как я сама еще и протанцевала 10 лет в сувенире когда-то, Татьяна Анатольевна, которая сейчас румба, конечно, мне все это нравилось, творчество. У меня было когда-то сомнение, может переучиться на хореографию или что-то там, творческое какое-то направление, но все равно математику, конечно, я люблю, как бы то ни было. И поэтому я тут совместила, получается, все свои любимые специальности. Когда мне предложили, я с удовольствием. Конечно, тяжело, не спорю. Это такой, как сказать, пласт работы, воспитательная работа, особенно в наше время,
когда дети подвержены соцсетям, где много вербуют, куда надо, да, были игры, там синие киты, чего только не было. Уйди на 24 часа из дома, а это же все через воспитательный отдел проходит потом. Мы ночами искали вместе с сотрудниками, то есть как бы бессонные ночи, но все равно интересно, это наша работа, и нисколько она мне не доставляла хлопот. Постоянно заместитель по воспитательной работе находила новые идеи, старалась каждую задумку воплотить в жизнь. Конечно, учитывались в первую очередь интересы учеников. Так при школе был создан совет старшеклассников, советы классов. Каждую неделю в актовом зале стали проходить дискотеки, цветные дни, когда дети могут прийти в учебное заведение не в школьной форме, а в повседневной одежде. Также дни позитива, появилось множество мероприятий для мам и пап, спортивные и патриотические. Заработал военно-патриотический клуб. Теперь традиционными являются и благотворительные ярмарки. Их в школе проводят ежегодно. Вырученные средства передают участникам специальной военной операции или же малообеспеченным семьям. Капустники, театрализованные сценки – все это очень любят ребята. Сейчас новый заместитель по воспитательной работе, там еще какие-то новые веяния. Все равно же у каждого свои взгляды, свои какие-то идеи. Мы же все люди все равно творческие. Педагог – это вообще профессия, она включает в себя все. Ты артист, ты творец, да, и ты учитель, и все. Поэтому думаю, что-то еще у нас новое, интересное появится. Этот учебный год Анастасия Михайловна начала в новой должности, исполняющей обязанности директора школы. Прежний руководитель ушла на заслуженный отдых, и начальник районного управления образования предложила на время конкурсных процедур героине нашего репортажа возглавить коллектив школы. Для Анастасии Михайловны это стало неожиданным, но после долгих сомнений она все же согласилась. В первую очередь я позвонила мужу, ему сказать, чтобы уже было осознанно, что это даже не завуч, это директор, который и ночевать в школе иногда, потому что ситуация разная, да, бывает. Холода там сильные, праздничные дни. Муж сразу меня поддержал, сразу же. Он сказал, почему бы и нет. Это карьера, это все равно, это должность. Я объясняла ему, что это сложно. Хоть я и знаю там учебный процесс весь, воспитательный процесс знаю, за 3 года работал с заучем. А вот именно вся вот эта финансово-хозяйственная деятельность, бумажная вся работа, да, ее же очень много, она не заканчивается. Но на что он мне сказал? Ты справишься. Ты трудолюбивая, тебя из твоей любимой школы не заберешь, ты даже ночевать можешь домой не прийти, поэтому справишься. Ну и, конечно, поговорив с заместителями директора, позвонив с Новосибирска, я звонила Тамаре Юрьевне, говорила так и так. Вы как думаете, Тамара Натальевна Рудина вообще мои учителя изначально, они меня учили, пока я здесь училась. Она, конечно, сказала сразу, да, свой человек, во-первых, молодая, целеустремленная, все получится. Это мои первые помощники, естественно, без них я тоже... Как бы тяжело бы мне было, конечно, если бы вот вообще все поменялось. Пока нелегко, но я и понимаю, что первый год, каждый день это что-то новое, постоянно что-то новое. И находясь в должности исполняющего обязанности директора, героиня нашей передачи не перестает вести уроки. Ни для кого не секрет, что сегодня в школах остро стоит проблема нехватки кадров. Я и не хочу как бы деятельность бросать. И я вообще считаю, что директор должен быть тоже учителем, знать детей, знать вообще, как они меняются, что происходит, потому что как я могу, допустим, управлять своим коллективом, не зная вот этой вот стороны. Я же вижу, что этот класс действительно хорошо все, в этом что-то не так. Просто ходить по школе и следить — это не то. Надо самой работать и на своем примере показывать своему коллективу что-то. Тогда я могу из кого-то что-то спрашивать. Оказалось, что Анастасия Михайловна знает всех 600 учеников по имени. На наше удивление она реагирует просто. Это моя обязанность как директора — знать каждого ребенка в лицо, в каком классе он учится и как его зовут. Позднее становится понятно, что она не просто знает каждого ребенка по имени, но и в курсе его жизненных обстоятельств, важных событий в семьях. Благодаря доброжелательной и поддерживающей атмосфере в школе ученики чувствуют себя важными и уважаемыми, ценят личное внимание Анастасии Михайловны, заботу и поддержку. Родители доверяют ей и видят в ней опору в образовании и воспитании своих детей. Единственное, но школьники все еще не привыкли, что заместитель директора по воспитательной работе, которая танцевала, пела и играла с ними в различные игры, стала руководителем школы. Перенастроиться удалось пока не всем. Подурачиться, да, могу с ними, чтобы вроде как и с ними на одной волне быть, и немножко их развеять.
И поэтому еще вот эта грань, что я стала исполняющим обязанности директором, она не перешла. То есть они также ходят и меня спрашивают, а будет ли у нас дискотека? То есть когда это обычно решается сначала замом, ну а потом уже с директором зам уже обсуждает. То есть для них я еще пока вот в той роли. Они меня там спрашивают, а будем мы там на Новый год сказку делать? То есть у них до сих пор еще пока вот такая грань. Преподает исполняющий обязанности директора у старших классов. На момент нашей съемки урок шел у девятиклассников. Новую тему слушают подростки внимательно. Вопросы не задают, ведь Анастасия Михайловна всегда объясняет доступно. Анастасия Михайловна у нас ведет алгебру, геометрию и вероятность и статистику. На самом деле, как учитель, она очень хорошая, она все понятно объясняет. Мы будем сдавать с помощью нее ОГЭ, и на самом деле, я думаю, мы справимся. То есть она нам очень хорошо поможет. Вот. Что же насчет ее самой, как директор, она хорошо выполняет свои обязанности. Мне нравятся мероприятия, которые организовываются с помощью нее. Ну, очень хорошо все. Мне очень нравится, как ведет Анастасия Михайловна уроки. Они всегда очень познавательные, интересные. Она очень хорошо объясняет материал. Она нас готовит к ОГЭ по математике. Вот. Как директор она очень справедливая, правильная. Как педагог она прекрасная, то есть она очень хорошо подает темы, разбирает с нами их. Если кто-то что-то не понимает, то она прорабатывает это, и вроде все в классе успевают. Помогает коллегам построить рабочий процесс. За год работы у героини нашей передачи он отработан до мелочей. Коллектив школы сплоченный, сложившийся годами. Поддержка в новой должности у Анастасии колоссальная. Ее понимают, уважают и ценят. Сегодня школа работает в одну смену, вторая занята внеурочной деятельностью. На базе учебного заведения уже много лет существует танцевальный спортивный клуб «Румба». Ранее он носил название «Сувенир». В нем состояла и героиня нашего репортажа. С концертами они побывали по всей республике. С 2016 года в школе был открыт первый профильный класс, а в этом году еще один. По линии вот этих профильных классов я была и на слетах нефтегазовых была, и была на курсах повышения квалификации в Москве. Вот буквально летом я съездила на курсы. Что нового, как развивать эти классы, что можно вообще сделать. То есть вообще, конечно, вот это сотрудничество, которое уже у нас почти 10 лет, оно дает и нам, педагогам, развиваться, потому что очень много курсов нам проводят, не только дистанционных, с выездом. В основном это в город Москва. У нас учились и классные руководители, и предметники профильных предметов. Ну и плюс вот эти коуч-семинары, да, как современное вот это веяние, когда с тобой проводят тренинги, различные игры, чтобы какое-то было и расслабление, и понятие другое, да, новую жизнь как под нас веет. И, наверное, вот благодаря еще вот этим семинарам мы и детей стали понимать больше, потому что жизнь меняется, дети меняются, поколение из поколения, класс на класс не похоже, 11 от 10 сильно отличается, 10 от 9 и так далее. Ну и охота, конечно, с ними идти тоже в ногу, потому что если мы не будем в ногу строиться, у нас и не получится ничего. С этого года у нас такой экспериментальный энергокласс, где конкретно уже электрики, энергетики у нас пока в этот год в эксперименте. 9-й вообще в планах со следующего года запустить аж с 8-го. Вот будет у нас энергокласс, тоже с уклоном больше на физику. За счет открытия профильных классов материальная база школы существенно обновлена. Проведен ремонт 4 кабинетов, закуплено современное оборудование для лабораторий и учителей, интерактивные панели, компьютерные системы, приобретена новая мебель. Проводится и текущий ремонт уже за счет средств, выделенных с района. В этом году было заменено напольное покрытие в коридоре, обновили кабинет информатики, летом намечен капитальный ремонт спортивного зала. Да и вообще планов много, признается исполняющий обязанности директора. Конечно, хочется сад привести в порядок. Это естественно, да. Яблоневый сад — это, наверное, прям визитная карточка школы, гордость наша. Прям хочется все-таки восстановить. Расскажу, да, что мы купили яблони новые. У нас в этом году были первые плоды. Уже не ранеток, уже прям яблочек. Были первые яблочки.
Я привезла 20 кустов вишни. У нас будет яблоня-вишневый сад. Ну, мы уже посадили, я надеюсь. Ну, все 20, конечно, не приживутся, как всегда, но они именно для нашего крайнего севера. У меня дома такая растет, поэтому я знаю, что она растет. Ну вот, надеюсь. Ну и, естественно, привести в порядок, сделать аллеями так, как у нас по проекту. У нас есть проект большой, но ему уже лет 6, и он пока еще не воплощенный. Мы в этом году совместно с Полиной Афанасьевной, с Натальей Владимировной начали работать, создавать именно аллею, привели в порядок именно старый сад, оставили кроны деревьев, привели в порядок, много выпилили, конечно, но привели в порядок вот аллею старых, чтобы не исчезать, да, аллея Рыжова, грубо говоря, основателя этого сада. Ну и теперь будут новые аллеи наших выпускников, нас, учителей, то есть приводить в порядок, помогать. Это, конечно, хочется школу более осовременить, более как-то уют создать. Главное, даже чтобы нашим обучающимся здесь было хорошо, уютно и безопасно. Вот самое главное — это безопасность. То есть в первую очередь, естественно, приходя на работу, я с утра обхожу школу, чтобы проверить, нигде ли там кафель не упал, нигде ли там не откололся, нигде ли перила не расшатались, чтобы вот дети всегда были в безопасности. Еще один вопрос, над которым приходится регулярно работать руководителю – это кадры. Сегодня педагоги перегружены. Вместо положенных 17 часов в неделю им приходится вести по 50. Привлечь учителей из других регионов сложно. Несмотря на предоставляемые в Ленском районе подъемные и служебное жилье, молодые специалисты не спешат приезжать, ссылаясь на большую ответственность. Еще одна проблема, которая требует постоянного внимания, это бич нашего времени – гаджеты и соцсети. В этом направлении в школе ведется большая работа. Педагог много общается с учениками, как можно вести себя на просторах интернета, как нельзя. Приходится иногда затрагивать эту тему в процессе урока. И даже сами учителя регистрируются в социальных сетях, чтобы отслеживать действия школьников. Они живут в социуме том, где очень много плохого. Ну, а мы должны теперь это воспринимать и как-то стараться все-таки исправить эту ситуацию, да. Я тоже, бывает, на уроках математики прерываюсь на вот воспитательные моменты. Мы разговариваем в соцсетях. Я подписана. Они мне говорят: мы знаем, что вы там в ТикТоке, там. Я подписана не для того, чтобы мне это интересно, а для того, чтобы и за ними следить. Потому что сейчас, в наше время, вот с всеми этими обстоятельствами, они же не знают значения некоторых фраз, которые они говорят, подписывают свои фотографии. Я еще и прослеживаю, чем занимаются дети в соцсетях, вот, чтобы остановить где-то какие-то вот такие моменты. Объясняя им значение некоторых нерасшифрованных фраз, которые они подписывают под своими фотографиями. Да, и поэтому как бы отслеживаем и плюс соцсети. В школе проводится много патриотических мероприятий. Ребята, учителя, родители каждый день с начала специальной военной операции плетут в школе маскировочные сети, стенды для их изготовления на каждом этаже, в каждой рекреации. Мы на всех возможных местах разместили сети, научились их плести, причем все. Сначала учились учителя, потом учили детей. И вот с самого начала, уже сколько времени мы плетем, если я не ошибусь, уже, наверное, 190 сетей больших, вот 3 на 6 мы сплели. Причем, если раньше подходили, плели те, кто могут, ну, вдруг учитель заболел, урока нет, туда подошли, поплели, то сейчас у нас на каждом месте висит именная классная сеть. Этот плетет 10 класс, это 9, и мы уже не спорим. И причем, если раньше у нас сети плелись неделю, 2 могли, то сейчас за 2 дня одну сеть сплетаем спокойно, и никто ни с кем не спорит. Выходные, праздничные дни мы привлекали родителей. Традиционными стали и ярмарки. В год их проводится несколько. Каждый раз проходят они с размахом. Все вырученные средства также направляются бойцам на СВО. 3-й год мы будем проводить ярмарку для участников специальной военной операции. 1-й год она немножко прошла. Первая была, мы собрали тогда 117 тысяч. Прошла она немножко не так, как вот планировали изначально. Ну, и народу было не так много, да, в основном покупали мы же. А в том году была уже другая подготовка, на ошибках учатся, как обычно. И мы передали 265 тысяч в Ленский Покров для
участников и прям с большим вот желанием, чтобы это были выпускники нашей школы, что именно им, что, потому что я знаю, что поступают заявки в Ленский Покров, и была заявка именно от наших выпускников, и мы вот адресно хотели бы, ежегодно мы пишем письма, особенно на праздники, Новый год, 23 февраля. Ну и помимо этого, конечно, к сетям всегда письма. Собираем посылки необходимости. Как только сказали медикаменты, очень активно родители принимают участие. Мы увозили коробки, я сама увозила с ребятами, ну, когда кто более свободен. Мы увозили, у нас было и по 100, и по 150 килограмм. И варежки вяжем, и носки вяжем, и родители активно принимают участие. В общем, хороший директор – это 3Т. Труд, творчество, талант, а еще мощный интеллект, мобильность, предприимчивость, умение быть хорошим психологом и разбираться в людях, владение знаниями, которые помогают быть юристом, экономистом, менеджером и хорошим учителем одновременно. А главное – любовь к работе, к людям, которые учатся и учат под ее началом. Я, можно сказать, сравнительно недавно работаю в этой школе, и Анастасия Михайловна одна из тех, кто поддержал меня как нового коллегу, то есть помогла влиться в коллектив. Я ее знаю как очень отзывчивого и доброго человека, потому что отзывчивость в наше время это редкое качество, это человек, который может бросить все свои дела и прийти к тебе на помощь. В должности директора Анастасия Михайловна проявляет эти же качества, то есть она такая же открытая, такая же добрая, отзывчивая, всегда готовая прийти на помощь. А вот на вопрос «Скажите, как все успевать?», что придает вам силы и вдохновляет каждый день, Анастасия Михайловна ответила: на любом руководителе лежит большая ответственность, следовательно, нагрузок не избежать. Все успевать помогает высокая личная организация, ответственность, планирование, умение работать в режиме многозадачности. А вот силы придает семья, общение с друзьями и увлечения. Семья у Анастасии большая. Супруг 25 лет работает в ленских авторемонтных мастерских сварщиком. В этом году стал ветераном алмазодобывающей промышленности. Старшая дочь и сын живут и учатся в городе Новосибирск. Младшая дочка в школе в 7 классе. Старшая дочь у меня, поступила на Новосибирский педагогический колледж. Вообще, учась в 11 классе, мы собирались идти на нефтяную специальность. Сейчас же современно, модно, самые денежные. Но где-то в декабре она сказала: нет, я буду педагогом. Я сначала так подумала, зная себя, я говорю: ты видишь меня дома? Она говорит: нет. Я говорю: у тебя то же самое будет. Она говорит: ну что? И поэтому я была спокойна. Мы поехали, поступили в Новосибирский колледж, но у нее педагог дополнительного образования, художественно-эстетическая среда. Она больше как раз-таки будет театрал ставить, вот эти все постановки и плюс хореография. Сын у меня тоже, закончив 9 классов, решил, что он долго думал, идти в 10 или нет, но так как он очень любит готовить, он всегда готовил дома, решил, что он будет поступать на повара. Я, конечно, ему говорю: сейчас нужны технологи, давай уже посерьезней. И мы поступили также в этом году на повара-технолога плюс кондитерское дело. Он сам через интернет что-то искал, какие-то рецепты, звонил мне и говорит: переведи мне там 500 рублей, я пойду в быстрый магазин схожу. Ну, как бы я не подозревала. А он, оказывается, нам ужин готовил, пока мы на работе. И всегда что-то, Ну, говорят, мужчины лучше-то повара, чем женщины. Ну, и действительно, всегда. Вот чтобы он не приготовил, мне казалось, это всегда так вкусно почему-то. Хотя вроде все такое самое простое. Сейчас поступил, ему очень нравится. Ну, и я, естественно, счастлива. Супруги большую часть времени проводят на работе. Рассказывая, Анастасия смеется. Говорит, встречаются только перед сном и в выходные. А вот в более теплое время стараются вырваться с работы вовремя. Проводят много времени на природе. Это наше, наверное, любимое время, когда мы можем провести действительно всей семьей. Мы уезжаем на природу, мы уезжаем там, где нет связи. За 30 километров от города Ленска у нас есть свое зимовье. Мы уезжаем с пятницы по воскресенье с ночевкой. Там в свое время и рыбачим, и грибы собираем, и ягоды. То есть это наше вот такое вот семейное хобби. Но ездят все. Никто никогда не отказывается, все ждут, особенно лето, особенно вот такие дни, когда можно вот действительно уехать. И нам прям нравится. Без леса мы не можем. Живут супруги в большом частном доме. Забот всегда хватает. Благоустройство территории, высадка овощных культур и разведение цветов – любимое занятие хозяйки дома.
Большое количество цветов у меня и многолетних, и однолетних. Я сажу примерно 200 кустов, очень много, то есть все в цветах. Но мне это нравится, я отдыхаю. То есть, как я говорю, так я пошла в свою землю, меня не трогайте, я с ней отдыхаю. Конечно, как и все, выращиваем овощи, и помидоры, и огурцы, и свеклу, все это я выращиваю. Дыни с арбузами у меня растут всегда свои. Каждый год я сажу, все равно вырастают. Тоже очень это люблю, мне нравится. Вообще этот процесс мне нравится. Из маленькой семечки мы потом получаем очень большое количество своих плодов уже, да. Часто считают, что женщина должна ограничиваться домом и воспитанием детей. Но Анастасия – это та женщина, которая обладает большими способностями. Она не только мама, жена, но и ценный сотрудник. Она умеет совмещать руководящую должность и материнство, создавая мир, где любовь к детям и профессиональный успех идут рядом, не мешая, а дополняя друг друга.